Спортивные достижения юго-осетинских спортсменов, внешняя политика, встречи на высшем уровне. Глава Госкомитета информации и печати Мария Кутаева подвела итоги уходящего месяца. Главным событием стало участие президента Анатолия Бибилова в праздничных мероприятиях, посвященных 270-летию со дня открытия первого посольства Осетии в Санкт-Петербурге. 5 июля 1746 года императрица Елизавета издала указ о приглашении осетинских послов в Санкт-Петербург. Первые российско-осетинские переговоры послужили новым историческим этапом и коренным образом повлияли на судьбу осетинской нации. В конце октября в Петербурге прошли Дни осетинской культуры. Президент республики вручил награды ученым, политикам и деятелям культуры. Орденом почета был награжден симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. На этой неделе делегация Южной Осетии во главе с зампредом правительства, министром экономического развития посетила Донецкий международный инвестиционный форум. Нашу республику с официальным визитом посетила новый посол Никарагуа в Южной Осетии Альба Асусейна Торрес Мехия. Она вручила президенту нашей республики Анатолию Бибилову верительную грамоту. Насыщенной была и внешнеполитическая жизнь страны. В этом месяце глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев посетил Степанакерт по приглашению своего арцахского коллеги на форум друзей Арцаха «Сотрудничество во имя справедливости и добра». На этом форуме представители армянской диаспоры из Цхинвала Константин Хаханов и Нона Макартычян преподнесли памятные подарки своим соотечественникам, а Дмитрий Медоев преподнес в дар местному музею картину юго-осетинского художника Валерия Абагимова «Дорога домой». Октябрь ознаменовался яркими спортивными победами. Наш соотечественник-спортсмен Сармат Икаев выиграл Кубок Европы по пауэрлифтингу, а наши юные гимнастки одержали победу на открытом турнире по художественной и эстетической гимнастике «Хрустальная туфелька» в Краснодаре. Каратистки Южной Осетии стали бронзовыми призерами первенства России в Ульяновске. Надо отметить, что в этих соревнованиях принимали участие 760 участников. А чтобы попасть на это первенство, они немногим ранее выиграли соревнования в Ставрополе. Золотую медаль всероссийского юношеского турнира по смешанным единоборствам выиграл наш ученик сельской школы из Нагарской. И в ноябре уже он будет выступать в первенстве мира среди юношей в Европе. Насыщенной была и культурная жизнь страны. Кроме того, солисты госансамбля «Сим» заняли первое место на международном фестивале сольного танца, который проходил в Грозном. Наш молодой дизайнер Хохбекоев занял первое место на 15-м международном конкурсе молодых модельеров «Подиум 2019», который проходил в Сочи. В это же время там, тоже в Сочи, наш национальный ансамбль «Амунд» при управлении культуры мэрии стали обладателями гран-при и первое место на международном фестивале-конкурсе, в котором принимали участие более 80 вокальных и хореографических коллективов из разных регионов России. Подходит к своему завершению и международная акция «Читаем Коста», в которой приняли участие более 150 наших соотечественников. Анжела Кокоева, Арсен Гасев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.